الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Всевышний Аллах Азза ва Джалля одном из аятов Корана сказал: «Факатил фи сабилиллахи ла тукаллафу илля нафсака ва харридил му'минин». Ан-Ниса, 84 аят. Поистине Всевышний Аллах говорит: и ты сражайся на пути Аллаха, и Аллах на тебя не возлагает, кроме как самого себя. Имеется в виду, Аллах тебе не поручает, чтобы ты, за кого-то нес ответственность, кроме как самого себя. И ты, говорит, призывай мусульман, распространяя религию Аллаха, участвовать на газаватах. Побуждай, призывай, говорит, их. Поэтому из этого, говорит, аята, говорит, мы должны понять следующее, что Всевышний Аллах, когда наступает время обязательности защищаться, потому что все войны, которые проводились в исламе, как говорит, историки ислама, большие алимы, войны ислама были призывающими, имеется в виду, не были односторонне нападающими, были оборонительными, защищающимися. Потому что доходили вести до посланника Аллаха, до мусульман, что в такой-то месте многобожники собираются, чтобы напасть на мусульман. Разведка докладывала пророку, алейхиссалату вассалам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не ждал, пока они туда, в Медину придут. Они навстречу выходили. Сами шли. Когда уже слышали информацию, что собирается большая группа людей, не дожидались их прихода, сами шли, чтобы предотвратить их приход в Медину и большего вреда исламу и мусульманам. Поэтому все войны ислама были оборонительными, они были наступательными. Потому что многие страны мира, в них ислам распространился не через газават, а через мягкий ва'за насихат, через поведение мусульман. Красивый хасият, нрав мусульман многих народ привел к исламу. Многие народы именно из-за благого нрава мусульман приняли ислам. Без меча, без газавата. Но Всевышний Аллах этом аяте сказал: если, выходишь на газават, вот тебе, говорит, отворачиваться спиной врагам Аллаха, отворачиваться, убегать пророку харам. Поэтому Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, когда уже наступало время выйти на газават и принять участие на священной войне, распространяя религию Аллаха по указанию Аллаха, Расулуллах был самым храбрым из людей, самым отважным из людей. Асхабы пророка, алейхиссалату вассалам, описывая храбрость пророка, алейхиссалату вассалам, они говорили, приводится от Али, радийаллаху анху: «Лакад раайтуни яума бадрин, ва нахну налюзу бин набии, саллаллаху алейхи вассалам, ва хуа акрабуна иля адуви, ва кана ашаддан наси яума изин баса». Воистину, день при битве при Бадре, мы, говорит, Али, радийаллаху анху, считался одним из самых храбрых сподвижников. Али, был одарен, физической силой, а считался одним из храбрых. Это самый один из храбрых сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда, говорит, разгорелась, битва при Бадре, мы, говорит, себя, говорит, находили, сами, без своей воли, себя, говорит, находили за спинами пророка, алейхиссалату вассалам. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, бывал, говорит, самым передовым из нас
ближе из нас к врагу. Расулуллах, говорит, был всегда в передних рядах, самым близким, говорит, к врагу был, говорит, Расулуллах. Мы, говорит, находили, говорит, себя за ним. Самые храбрые из нас, говорит, в других хадисах говорится, асхабы говорили, самые храбрые, говорит, из нас считались те, кто рядом с пророком мог стоять во время газавата, вот его коленями, значит, кто успевал вот, за пророком, алейхиссалату вассалам, стоять рядом с ним, он, говорит, считался одним из храбрых из нас, из подвижников. Тот, кто смог стоять рядом с ним. Расулуллах рвался вперед, был храбрым, отважным. Однажды Анас, радийаллаху анху, приводит, كان بالمدينة فزع فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال صلى الله عليه وسلم ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. Значит, однажды на окраине Медины раздался грохот, шум. Все жители Медины испугались. Пророк, алейхиссалату вассалам, пока еще люди не стали, не опомнились, что делать, как делать, пойти посмотреть, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, вот нижняя часть закрытая, верхняя часть даже рубашку даже не одев, повесил на себя, значит, свой меч, сел на лошадь Абу Тальхата. Лошадь Абу Тальхата, говорит, была такой лошадью, на которую даже смотреть, говорит, неприятно было. Имеется в виду порода лошади, такая слабая, значит, отстающая, вот, непородистая, говорит, лошадь, говорит, была у Абу Тальхата. Если лошади шли, всегда самый последний, говорит, оставалась эта лошадь. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, этот день сел на лошадь Абу Тальхата. На лошади Абу Тальхата одним из первых помчался в сторону этого грохота, шума. Когда уже жители Медины вышли, чтобы пойти, они встретили пророка, алейхиссалату вассалам, уже возвращающимся. Расулуллах им говорил, ля тарау, вы не бойтесь, ничего нет, все нормально. Мы, говорит, сказал пророк, алейхиссалату, мы эту лошадь, как ничто такое, значит, ее не считали, говорит, такой шустрой. А мы, говорит, ее как море, как океан шустрой, говорит, нашли эту лошадь. Говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Баракатом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за то, что на эту лошадь, слабую, отстающую, на вид такую незрачную лошадь, за то, что сел Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, у этой лошади появилась шустрость, быстрость, значит, быстрота, стал резвивым. Когда, говорит, уже на этой лошади выходили на газават, эту лошадь, говорит, Абу Тальхат еле удерживал, всегда, говорит, впереди всех лошадей, говорит, шел. За что? Вот такая испорченная лошадь, особо непригодная лошадь, за то, что на нее сел Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, стала вот такой быстрой, шустрой. Хал пророка, баракатом пророка лошадь изменилась. Также Анас, радийаллаху анху, описывая, говорил, «Кана набию, саллаллаху алейхи вассалям, мин ашджа'ин наси ва асмахин нас». Поистине, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым храбрым из людей, и он, говорит, был самым прощающим из людей. Если кто-то ему что-то вред делал, он мог сразу прощать. И самым прощающим из людей был, говорит, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Он был очень храбрым и отважным. Однажды, есть разные версии этого хадиса, чуть-чуть по-разному каждый приводится, был сподвижник, которого звали Рукан. Сподвижник пророка, алейхиссалам, не сподвижник, извиняюсь, был человек, которого звали Рукана. Он был одним из самых сильных борцов Мекки. Не было человека в Мекке, который мог бы бороться с Руканатом и повалить его. Был самым храбрым значит, считался одним из самых известных яростных борцов Мекки.
Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, встретился с Руканатом. Получилось так, что он встретился с Руканатом. Когда узнали Абу Бакр и Хадиджа, радийаллаху анхума, узнали, что пророк, алейхиссалату вассалам, направился в то место, где Руканат пасет своих овец, они испугались за него. Побежали, боялись, что Руканат какой-то зарал сделает пророка, алейхиссалату вассалам. Посланник Аллаха встретил Руканата и говорит: «Я Руканат, не примешь ли ты ислам, не придешь ли ты в ислам?» Руканат борец, никого не чувствует. Он сказал: кто говорит, чем говорит, ты докажешь, что ты пророк, посланник Аллаха? Саллаллаху алейхи. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, говорит Руканату: «Я Руканат, если я тебя повалю, примешь ли ты ислам?» Руканат думает: кто меня может повалить? Такой человек еще не родился, думает Руканат. Схватились с пророком, алейхиссалату вассалам. Расулуллах не успел его схватить, сразу положил его на лопатки. Сразу. Он подумал, что со мной произошло. Говорит: не может быть. Давай вторую попытку сделаем. Второй раз схватились. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалам, сразу повалил его на землю. Потому что Аллах пророкам дает неиномерную силу. Пророки имеют силу 40 мужчин. Один пророк имеет силу, кувват, наделенный Аллахом, который Аллах его наделил, силу 40 мужчин. В одном месте видел, что нашему пророку, алейхиссалату вассалам, говорит, Аллах дал силу 40 пророков. Если каждый человек имеет силу 40 мужчин, нашему пророку, говорит, Аллах дал силу 40 пророков. Такую тоже одну версию видел, но самое достоверное, что каждый пророк имеет силу 40 мужчин. Расулуллах его второй раз повалил. Он говорит: не может, говорит, быть. Давай, говорит, еще раз, станем, на схватку. Третий раз встает. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, взял и третий раз повалил Руканата. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Я Руканат, показать ли тебе более удивительнее, чем то, что ты сейчас увидел?» Он сказал: «Покажи». Пророк, алейхиссалату вассалам, он же думает, что сейчас он сам победил, сам свалил. Сейчас он хочет ему показать му'джизат, который, не зависит от его силы. Говорит: «Я Руканат, видишь там дерево?» Он говорит: «Вижу». Вот пойди, говорит, к этому дереву и скажи: тебя вызывает Расулуллах. Руканат пошел к этому дереву, говорит: тебя, говорит, вызывает к себе Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда, говорит, это дерево начало раскачиваться вправо, влево, вперед, назад, вытащило, говорит, свои корни, волоча за собой свои корни, стало перед пророком, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал дереву: возвращайся на свое место. Дерево вернулось. Тогда, по одной версии, Руканат принял ислам или нет? По одной версии, он, говорит, сказал пророку, алейхиссалату вассалам, что он никогда против него враждовать, воевать не будет. В другой версии сказано, что он в этом месте принял ислам. Аллах лучше знает. Что он, говорит, после этих му'джизатов принял ислам. Поэтому Расулуллах был самым храбрым, самым отважным из людей, которые были когда-либо на земле. Дай Аллах, чтобы мы, защищая ислам, были храбрыми. И свою силу направляли не на зулму, не на притеснение, а во благо ислама, в пользу ислама, а не на вред ислама. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.